Добрый день. Наконец я прибыл на эти места, покоми называется Ростагья. Вот здесь раньше еще я знал, это не было ни деревьев этих здоровых, и дорога была нормальная. А сейчас, видишь, тропинка. В 1608 году, 4 века назад, видимо, по этой тропинке и по этой дороге, или по речке повыше, поднялся в наши края первый поселенец. И обосновался у нас, и у нас возникло село Большой Луг. Вот это сейчас все деревья кругом, а тогда не было деревьев. Все было видно. Вот вдалеке вдоль берега идет дорога со Сторожевска. Сколько раз я пешком проходил. Вот один рассказывал, я и рассказал, как увидел здесь стадо коров, подумал, там бычок, быки, и испугался вот там вдоль леса и прошел. А дорога шла вот здесь, вдоль реки. Там болото какие-то, грязь, я в костюме, с чемоданом, при галстуке. Вышел сюда, вот сюда примерно. Уже конец этого стада было. Коровы шли. Одна пастушка, как увидела, женщина: Василий, что ты там бродишь по грязи? Что там? Я говорю: да быки же у вас должны быть, раз стадо коров. Какие быки? Говорит, бык у нас уже давно на своем крыльце чай пьет. Я подумал, что как и раньше, шутники у нас. Но, оказывается, вместо быков уже был человек, Андрей Михайлович Шимпелев, который работал осеменатором. Видишь, как красиво. Вот в этом месте я сколько срубов я срубил вот здесь. Топором тюкал. Штиля тогда не было. С другом Иваном, да и с другим еще. Я там вдалеке, там где вот в лес заходит дорога вот эта. Там были отличные эти места такие, сосны такие. Иногда там, иногда вот здесь, вот где вот тоже сосны, эти ели. Крестами привозил вот сюда и сделал, рубил срубы, топором тюкал. У меня есть видеокамера, была в начале 90-х, покупал Panasonic. Есть там съемка, где есть трубы здесь у меня и дрова. Но где-то я не нашел. Найду, загружу. Вот так вот. Вот отец у меня вот здесь были луга такие широкие. Весной вода заносила туда и всякую нечисть, бревна, да, кустарники, да, кусты, да. Мусор, в общем. Вот в 1941 году отец, уже 17-летний паренек, работал после окончания, как окончил 8-летку, 7-летку, работал в колхозе. Вот здесь они убирали, вот в этих местах, от мусора вот этого всего, эти луга. Тогда были луга здесь большие. Я еще помню. Только вдоль леса вот там. И вот тогда прискакал председатель колхоза и сказал: ребята, началась война. И все говорят, мы прибежали туда, в Ивановск, там колхоз был у них. Все говорят, старики, боевые такие. Да, мы их сразу в пух и прах разгоним. А женщины уже начали плакать. Все. И первых новобранцев и взяли на фронт. Сразу же в первые дни. А вот взяли в 1942 году в августе. Был 18-летним. Приехал раненым, без одной ноги. Приехал вот по этой же дороге на лошади. 20-летним пареньком. Спасибо Богу, что его оставили живыми. Я вернулся, и мы родились все.
Вот такая история, кратце. И сейчас я спущусь к речке. Вот здесь я срубаю, много срубов я делал. На продажу даже были. Однажды был такой из верхушек, я сделал 5 на 5 сруб. На срубы я быстро делал как-то. Всегда один тюкал, никого не приглашал. И, в общем, было здоровье, была сила. Это для себя. Для других я не так работал. Это для себя только так. Вот тогда, вот этот, из верхушек я сделал сруб 5 на 5 размером. Приехали покупатели, посмотрели, нормально, все, договорились на 1200 рублей. Те деньги, это были в 90-х годах. Или миллион, может, миллион еще был. Хрен его знает, не помню уже. Ну, в общем, 1200. И когда они приехали на машине, стали вот этот сруб разбирать, но и матюгали еще не, оказывается. Меня-то здесь не было, я исчез. Сын приехал сюда, это Миша, с ним вместе. И вот, говорит, зря ему дали раньше времени деньги. Оказывается, здесь туфта, такие тонкие бревна, вроде сруб нормальный. Вот такой был случай. Сейчас я спущусь, на паузу поставлю, спущусь к речке. Не, речку уже видели, и по этому бурьяну я вряд ли дойду своими хреновыми ногами. Здесь буду падать. Да и кусты там уже, тогда кустов не было. Но лес какой красивый. Господи, красота. Это все республика Коми. На том берегу я был, там сказал я не был. Я не был в лесу, а на том берегу я бывал. Да в лесу я помню однажды был, наверное, там за этими лесами болото, клюкву собирали. Не здесь, а там, вот где-то там. А сейчас все бурьяном. Не буду спускаться. Речка есть и речка. Так. Поснимал всю эту красоту я. Да. Здесь были все луга, сейчас все распущено. Если построят новый скотный двор, комплекс, большой такой, это все можно еще обработать. Здесь надо еще, можно еще все восстановить. А раньше здесь Тетерево, сколько их было. Отсюда километров 6 от нашего села. Вот здесь, вдоль этого леса, садились тетерева. Я в халате, маскалате ходил с колокольчиком. Такой колокол был у меня, звонкий. Трынькал и шел потихонечку, где сидят вот эти тетерева. Подпускали. Когда колокол бросал, правда, они стали улетать, но успел я пристрелить одну-две штуки. А там была дорога, где на лыжах проходили. Я на лыжах-то зимой было. На лыжах проходили там. Где лыжи прошли, они садились всегда там, в снег падали. И они вот оттуда поднимались лететь. Я знал, что там они должны быть где-то. Иду и себе говорю: Василий, успокойся, поднимутся, потихонечку стреляй, не спеши никуда. Вот я, как они взлетают, бабах, из двух стволки, никто не падает, и все, улетели. Были даже у меня чучело здесь, из Тетерева на палке около березки поставлял. Даже один, здесь дрова они брали, в лес валили, и вот туда дрова возили. Он увидел, что тетерева сидят. Взял ружье и ползком почти дополз уже, смотрит, уже там не тетерева, вот эти мои. Матюгнулся, ушел. Всякая история. А зайчиков сюда здесь. Лет 15 назад я и сюда ходил еще с гончими. Сколько? Километров 10-15 на лыжах, на этих лямпах, по ком лямпы. Проходил. А сейчас даже, вот видите, к речке побоялся спуститься. Хрен его знает, здесь бурьян такой. Упаду еще. Ну, снял я красоту еще эту. Это у меня будет 3-я серия. Сейчас поднимусь вот здесь. Надо подниматься. Еще подняться надо здесь. Палку надо было здесь.
Вот по этой дороге шли раньше пешком со Сторожевска 27 километров. 23 до Ивановска, 24 и дальше там уже 3 километра до нас. Вот так вот, как-то так. А сейчас все распушено. Да. Я раз 20, больше проходил я пешком здесь, эти 27 километров. Но пока остановка и дома завтра загружу. Сегодня свет отключили. Ну пока-пока.